Куда вложить деньги? Самый выгодный проект. Здравствуйте, я Максим Лобос. Этот видеоурок я посвятил теме кредитный арбитраж для тех, кто стал участником социальной кредитной сети WebTransfer, а также для всех тех, кому это любопытно. Мы разберем понятие арбитраж. Что это такое, я вам расскажу, а также покажу, как пользоваться статистикой. На моем примере мы возьмем кредитный арбитраж и посмотрим, что получим в итоге. Сразу скажу, что сам я до этого никогда не брал кредитный арбитраж, но мне всегда было интересно, какую выгоду могут получить пользователи веб-трансфера от этого вида заработка. Что такое арбитраж? Арбитраж в экономике – это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках, либо на одном и том же рынке, но в разные моменты времени. Арбитражной может являться торговля финансовыми инструментами, товарами и услугами. Есть разные виды арбитража, рассмотрим на нескольких примерах. Может быть, вы слышали про арбитраж трафика, когда вебмастер за свои деньги покупает рекламу в соцсетях, в тизерных сетях, в Яндекс.Директе и так далее. По рекламе приводит будущих покупателей на сайты компаний, которые вознаграждают вебмастера за каждую покупку, или заявку покупателя. Цена награды должна быть выше, чем затраты вебмастера на рекламу. Примером арбитражной операции на рынках труда разных стран является характерный для транснациональных корпораций перенос трудоемких производств в страны с более дешевой рабочей силой. Например, компания Apple производит свою продукцию в Китае. Еще один пример – покупка золота в рамках одной биржи и продажа его через определенный период времени. Есть и множество других видов арбитража, но главное для нас ясно, что арбитраж – это заработок на разнице в цене. А мы с вами будем являться арбитражерами, то есть будем торговцами, совершающими арбитражные сделки. На главной странице веб-трансфера есть раздел, который называется «Кредитный арбитраж». В нем уже расписан пример использования денежных ресурсов, предоставляемых партнерам WebTransfer для арбитражных сделок. Прежде чем брать такой кредит, нужно внимательно почитать всю информацию на сайте и изучить статистику, чтобы верно оценивать существующие риски. Обратите внимание на левую сторону сайта. Нужная нам статистика расположена именно здесь. На шестой строке показано общее количество проданных кредитных сертификатов. Сюда относятся не вернувшиеся займы, а также преждевременные проданные участниками сертификаты. Простой подсчет показывает, что невозврат по займам – это менее 1% от общего количества сумм сделок за один день. Естественно, статистика каждый день может отличаться. Будем исходить из того, что процент невозврата может доходить до 4%. На каких условиях может быть предоставлен кредитный арбитраж? Он может быть предоставлен каждому желающему под опцию «Гарант» на срок до 30 дней с возможностью пролонгации, на сумму в 3 раза превышающую размер ваших собственных средств, под 0,5%. Разберем на практическом примере. В моем кабинете в данный момент более 9000 долларов. Но я возьму, исходя из своих возможностей, 2 кредита по 10 тысяч. Итак, я захожу в свой личный кабинет. Перехожу в раздел «Кредит на арбитраж». Он в левом верхнем углу. Здесь внимательно знакомьтесь с содержанием страницы. В самом низу есть раздел «Оформление займа». Я выбираю 11 дней и 2 займа по 10 тысяч. Далее нажимаю «Отправить запрос».
автоматически на мой баланс зачисляется кредит. Вот вы видите его в разделе «Займы». После чего я начинаю делать вклады 100 раз по $100. $100 на срок 11 дней, 1,5%. Здесь я уже перемотал вперед, я взял 2 раза по 10 тысяч и сделал уже вклады по 100 и по $200. Средний процент, как вы видите, за 18 число 1,32%. Имейте в виду, что здесь среднее усредненное число, поэтому вклад делайте исходя из верхней планочки. Если стоит 1,32, значит примерно в минус 2% и в плюс 2% идет диапазон. Я ставлю всегда верхнюю планочку. Поэтому выбрал 1,5%. Вот все мои вклады. Для упрощения понимания схемы ввожу следующее условное обозначение. P обозначает партнера веб-трансфера, предоставляющего деньги на арбитраж. G – гарантийный фонд. A – это я, арбитражер. Мои предварительные расчеты по заработку на арбитраже следующие. Выдавать кредиты буду двумя партиями. В первой партии выдаю кредиты 100 раз по $100 под 1,5% на 11 дней. Во второй партии 50 раз по $200 под 1,5% на 11 дней. Почему на 11 дней? Потому что отчисления в гарантийный фонд веб-трансфера идут уже 45%, а не 50%. Партнер в любом случае получает свою фиксированную долю $550 с 10 тысяч, выданных мне вне зависимости от результатов арбитража. Отчисления в гарантийный фонд зависят от моего успеха, поэтому веб-трансфер, естественно, на нашей стороне. По моим расчетам я должен получить $355 чистыми после отчислений партнеру и в гарантийный фонд. Общая картина моих вложений в займы имеет такой вид. После выдачи займа ждем 11 дней. В итоге получилось, что не закрылись две заявки по $100 в первом пакете и одна заявка на $200 во втором пакете. Итоговая прибыль подсчитывается по прежней схеме. Кроме этого, я учитываю продажу кредитных сертификатов, по которым займ не был возвращен. После всех отчислений у меня остается $341,5 с 10 тысяч. Умножаю на 2 раза, поскольку было 2 пакета, общая чистая прибыль за 11 дней составила $683, а процент невозврата кредита составил 2%. Первым делом возвращаем кредиты партнеру. Для этого в разделе «Займы» выбираем кредиты и нажимаем «Вернуть кредит». Сумма кредита и проценты, заработанные партнером, списываются с кошелька. Далее я продаю уже на следующий день кредитные сертификаты на сумму $400. Они возвращаются в кошелек с начисленными процентами, стоимость которых 0,65 в сутки от размера займа по сертификату. Напоследок хотел дать вам несколько полезных советов. Не выдавайте займы большими суммами, разбивайте их на части и выдавайте на небольшие сроки. Чем выше сумма и больше срок, тем выше риск невозврата займа. Вкладывайте собственные средства так, чтобы получить прибыль на день раньше или в тот же день, что и день завершения арбитража.
Это нужно для подстраховки, чтобы вы точно смогли расплатиться с партнером веб-трансфера. При взятии кредита у партнера вы можете увидеть, что ваш рейтинг доверия уменьшился. Не пугайтесь и не переживайте, этот рейтинг всего лишь отображает, что взятых в кредит средств у вас значительно больше, чем собственных. И сразу после возврата долга партнеру рейтинг станет выше, чем был. Или вернется на прежнее значение, если он был до этого максимальный. Подведем итоги. На моем примере вы увидели, как действует схема заработка на арбитраже кредитных средств. И эта схема рабочая. На этом все. С уважением и до следующей встречи.